Өмірбек Текебаевтың жактоочулары башкы прокуратурага президенттин сөздөрүнө укуктук баа берүү жана соттук медициналык экспертиза өткөрүү боюнча кайрылгандыгы белгилүү. Өткөн жумада Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгы тарабынан буга байланыштуу Ата Мекен партиясынын юристтери Талайгүл Токтакунова менен Канат Азизге кылмыш кодексинин 329-беренесинин 2-бөлүгү менен кылмыш ишин козгогон. Башкы прокуратурага жактоочулар аркылуу Өмүрбек Текебаев кайрылып жаткандыктан Талайгүл Токтакунова менен Канат Азиздин үстүнөн кылмыш ишин козгоо мыйзамсыз экендиги айтылууда. Бул окуя боюнча Канат Азиздин кайрылуусун сунуштайбыз. Как стало известно, лидер парламентской фракции Өмүрбек Текебаев в связи с высказываниями президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в отношении политической партии и ее представителей, руководствуясь своим конституционным правом, обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой дать правовую оценку высказываниям главы государства и провести судебную медицинскую экспертизу. 10 марта 2017 года мной, Азиз Ханатбеком и Талайгуль Токтакуновой на основании выданных от Өмүрбека Текебаева и политической партии Ата Мекен доверенностей вышеупомянутые обращения и ходатайства по его поручению было нами подписано и подано в главный надзорный орган страны. Стоит отметить, что в соответствии со статьей 203 Гражданского кодекса Кыргызской Республики доверенностью признается письменное уполномочие, выданное одним лицом другому для представительства его полномочий перед другими. Таким образом, доверенность – это официальный документ, предусматривающий передачу полномочий доверенному лицу на совершение каких-либо действий, и в данном случае правоотношения возникают только у лица, выдавшего доверенность, а не у того, кому она была выдана. 29 марта 2017 года Главное следственное управление МВД Кыргызской Республики возбудило уголовное дело по данному факту по признакам преступления, предусмотрено частью 2 статьи 329 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, как заведомо ложное сообщение о совершении преступления. Хотелось бы особо отметить, что Главное следственное управление МВД Кыргызской Республики не приняло во внимание, что не будет состава ложного сообщения в действиях лица, который сообщит об имеющихся у него подозрениях по поводу совершенного преступления, чтобы правоохранительные органы могли проверить поступившую от него информацию. Такой вывод вытекает из того, что сообщение должно быть заведомо для виновного ложным. То есть, по-другому говоря, лицо, совершающее данное преступление, должно не подозревать, а быть уверенным, что сообщаемые им сведения о совершении преступления являются ложными, и не более того. В своем заявлении лидер Өмүрбек Текебаев просил Генеральную прокуратуру дать правовую оценку высказываниям президента, подозревая и предполагая при этом о наличии в его словах признаков, подпадающих под действие уголовного законодательства Кыргызской Республики. Если обратить внимание на объективную сторону этого преступления, то она характеризуется только активными действиями, заключающихся в заведомо ложном сообщении о совершении преступления или лице в нем участвующем. То есть в сообщении о преступлении, которого фактически не было, указывая при этом на невиновное лицо, которое якобы его совершило, либо в обвинении в совершении преступления заведомо невиновного лица. Что касается субъективной стороны этого преступления, то оно характеризуется только прямым умыслом. То есть лицо должно полностью осознавать заведомую ложность сообщаемых им сведений представителям правоохранительных органов и при этом предвидеть возможность наступления общественно опасных последствий и желать их наступления. Таким образом, мы убеждены, что у Главного следственного управления МВД Кыргызской Республики не имелось никаких оснований для возбуждения уголовного дела по данному факту. Однако, вероятнее всего, наши правоохранительные органы стали руководствоваться не законодательством, а сложившейся на сегодняшний день политической ситуацией.